Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в самые ближайшие дни? Что ждет, что произойдет, что случится, чем будут наполнены ближайшие 2-3 дня. Загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Одни-то действительно наполненные. Тут такая событийная линейка просто вышла. Много дорог, много движения. Перед вами открываются какие-то люди, двери. Новизна есть, новизна. Что-то с вами впервые произойдет. Либо в первый раз в жизни вы встретитесь с каким-то незаурядным, интересным человеком. Но давайте пойдем по порядку. В самом начале я вижу непростое решение с вашей стороны. Решение, которое вы примете. И решение, от которого вы никогда не отступите. Решение выглядит, мягко скажем, обыденным. Обыденным. То есть решаете в моменте здесь и сейчас. Буду делать так, либо по-другому. Но это решение повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь и на дальнейшую судьбу. Опять же, у кого-то решение касается какого-то конкретного человека. Вот как я буду вести себя по отношению к этому человеку, либо как я буду поступать по отношению к этому человеку. Выбранный вами путь, он будет самый успешный и самый благоприятный для вас. Значит, мои хорошие, верьте в себя, верьте в свой разум, верьте в свою интуицию, они вас не подведут. Так, еще успешное завершение какого-то спорного вопроса, либо какой-то сложной и не очень выгодной для вас, ситуации. Успешное разрешение, успешное завершение. Знаете, тут как само собой вот так повернется дело, так повернется ситуация, что будет и успешно, и выгодно, и закончится. За вами сильные духи стоят, за вами ангелы стоят. Не зря просили, не зря молились, не зря в храм ходили. То, на что вы загадывали, либо то, чего вы просили, искренне желало ваше сердце, то вы и получите. Причем немножечко даже в какой-то лайтовой, наверное, форме для вас. Может быть, вы себе план, маршрут, дорожную карту прорисовали, будет сложно, буду так, сяк, приспосабливаться. Нет, не надо будет ни приспосабливаться, ни где-то платить, ни как-то себя сгибать, нагибать. Нет. Все прям так, легко, просто вы так туда-сюда раз и выскочили. Не могу сказать точно, чего касается этой ситуации, но поверьте, будет очень легко и успешно, успешно, легко для вас, благополучно и благоприятно. Но здесь при помощи высших сил, здесь духи рода, высшие силы, ваши мольбы, ваши просьбы, все это было услышано и, как говорится, принято к исполнению. Так что за это не переживайте. Как только ваша эта сложная ситуация начнет регулироваться, отходить от вас, вы почувствуете первое улучшение, сразу же сделайте откуп. Откуп можно делать любым удобным для вас способом. Хотите, милостыню раздайте, хотите угощения какие-то купите, соседей обойдите, раздайте эти угощения. Нет у вас средств, нечего раздавать, в данный период времени, нету возможности что-то приобрести. Идите, помогайте людям, делайте добрые дела, чтобы вас чистосердечно, от сердца благодарили. Не так, как положено, сделал что-то хорошее, я говорю спасибо. Нет, чтобы именно от сердца благодарили. Возможность сделать откуп, я считаю, есть у каждого. Выбирайте в себе наиболее приятный, легкий вариант и делайте откуп.
Если вы не сделаете откуп, ну, в следующий раз вам меньше дадут, либо меньше помогут. Вот чтобы вы для себя понимали. Эта ситуация 100% завершится для вас успешно, легко, и вы избавитесь от этой тягомудины, будем говорить прямо. Так, еще какой-то спор с мужчиной был. Он был, этот спор, причем, ну, каждый остался при своем мнении. Такое впечатление, что женщина уже ничего хорошего от этого мужчины не ждет. То есть, знаете, как каким ты был, таким и остался, да. Может быть, какие-то были лучики надежды, что он поменялся, но он как-то опять показал свою, извините, попу. Вот, и вы сказали, Горбатого только могила исправит. Но в этот раз все будет на удивление по-другому. Не могу сказать, к сожалению, что вы такое сделали, либо что вы такое ему сказали, когда вы спорили, но ваши слова не на шутку этого мужчину напугали. Вот если раньше вы там ругались, спорили, ну для него это так, знаете, об стенку горохом, но он там с вами погавкался и дальше пошел делать свои дела. А вот в этот раз какое-то ваше слово, либо какое-то ваше действие прям не на шутку напугало. Он, знаете, он даже как пару дней не спал, либо пару дней не спит, все думает, а она ведь стала другая. А как это у нее так получилось, да? А вдруг и правда возьмет и сделает, да? Вот прям напугали вы его за живое, за что-то вот прям схватили так крепко-крепко и туда ударили со всей силы. Слушайте, но заставили, первое, задуматься, во-вторых, заставили его себя зауважать, и в-третьих, вот этот страх, знаете, как испуг, страх, что там у него произошло, как дурь из него выбивает. Понимаете? Вот он намного серьезнее будет к вам относиться. Вы с ним помиритесь, отношения восстановятся, но отношения станут лучше. По крайней мере, с его стороны вы будете замечать, что он начал стараться, что он начал, ну вот прям с уважением, с душой и прям ценит, боится вас потерять. Вот что идет. Это очень хорошо. Девчонки, особенно кто давно вместе, кто уже не один, как говорится, пуд соли вместе съел, прям заметите, что мужчина получше, поприличней стал себя вести, либо станет себя вести. Так, еще. Здесь у кого-то какая-то любовь несчастная. Несчастная любовь, я только не могу понять, треугольник или четырехугольник. Да? У кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Значит, женщина страдает от того, что мужчина не оказывает должного внимания, либо не делает то, чего она от него ждет. Мужчина тоже страдает. Он страдает, но немножко по другой причине. У мужчины сейчас какая-то безвыходная ситуация, знаете, как будто бы нечего дать этой женщине, нечего предложить. Вот он к ней относится, как бы подобрать слово правильно. Вы для него какая-то ценность, не ценность, понимаете, вы больше, чем ценность. Он относится к вам как к своей душе, понимаете? Вот у человека самое ценное — это его душа. Вот он к вам как к душе к своей относится. И он понимает, что он не имеет права, да, дать вам меньшее, чем вы достойны. А вот так сложились обстоятельства, что ему и предложить нечего. И да, он трус, и да, он выбрал позицию страуса. Он просто вот как страус голову в песок засунул и ждет, чего-то там ждет, да, благоприятных условий. Значит, девочки, я вижу, что больно, я вижу, что сердечко там побаливает, да, у кого-то прям разрывается. Значит, потерпите, подождите. То, что вы с этим человеком испытываете любовь, это все не просто так, это воля высших сил, не просто так встретились, не просто так влюбились. Здесь тайный замысел судьбы, я его вижу. Поэтому, мои хорошие, переключите свое внимание, по возможности, конечно, переключите на что-то другое. Поверьте, этот мужчина, он тебя проявит. Девочки, мои хорошие, в течение следующих нескольких дней с этим мужчиной у вас идет встреча. Встреча неожиданная, встреча судьбоносная, встреча, которая, вот знаете, вы для него светиться будете. Вот он так посмотрит и скажет,
Что же я делаю? Какой же я дурак, Господи, ну я же ее потеряю. И вот будет предложение, будет какой-то разговор. После этого разговора, я вижу, вы будете улыбаться, вы будете очень довольны, вы будете очень счастливы себя чувствовать. Да и мужчина такой на крыльях будет летать. Что-то вы решите, что-то вы договоритесь. Не могу сказать, что прям сойдетесь и все. Вы вдвоем, и никого больше не существует и нет. Нет, что-то будет другое. Как разговор, который вас успокоит, сделает счастливой, и мужчине подарит крылья. Вот такой случайная встреча. Но опять же, она не случайна, потому что выше ее подстроят для вас. Так, еще деньги. Кому-то что-то нужно платить, оплатить, заплатить, внести какие-то деньги. У вас то ли нет полной суммы, то ли чего-то не хватает. Вам кто-то добавит. Опять же, это могут дать в долг, это могут безвозмездно вам дать деньги, либо, зная о вашей нужде, да, человечек, который вам ранее отказал, просто придет и, не знаю, заплатит за вас в конце-то концов. То есть финансовый вопрос, он разрешится. Не отчаивайтесь, не переживайте, ничего страшного здесь нет. Так, по поводу получения денег. Кто работает? Ну, я не вижу тут получения денег, разве что вы работаете в каком-то сервисе, вы можете получить какие-то незначительные чаевые. Ну, мелочь, но приятно, да, почему нет? Так, для людей, которые работают на каких-то, не знаю, производствах, фабриках, там, где много людей работает. Какие-то странные разговоры начнут ходить в коллективе. Вам либо что-то расскажут, либо до вас какие-то сплетни, слухи дойдут. Значит, не обращайте внимания, это все чушь, это все пустое, это кто-то сплетню запустил, да, люди болтают. Вам ничего не грозит, вы в безопасности. Вам нравится эта работа, вы будете и дальше работать. Хотите что-то поменять, ну берите, меняйте, да. То есть могут говорить, что там зарплаты не будет, либо там всех уволят, сократят. Никого не слушайте, это все неправда, это все чушь, это вымыслы. Так, для людей, которые работают сами на себя, неважно, чем вы занимаетесь, вы работаете сами на себя. У вас не очень благоприятные идут. Я вижу, что у вас энтузиазм, я вижу, у вас фантазия, да, разыграется, вдохновение придет. Будете творить, вот как художник, да, может, вы художником работаете, будете творить. Новые свежие идеи, энергия, силы, желания. Да, вот прям удовольствие будете получать от своей работы. И результаты. У кого-то прям такие скорые результаты, что вы думаете, ах, какой же я молодец, либо какая же я умничка. Все правильно делаю. Ну, красиво, мне нравится. Так, и еще у кого-то идет встреча с очень классным профессиональным человеком. Вы как хотите, но прям показали, что это что-то связано с бьюти. Не знаю, маникюр, может быть, там массажист, фитнес-тренер, косметолог, там, парикмахер, стилист. Да? Вот с каким-то таким человечком идет встреча. Слушайте, какой приятный человек, и душевный, и открытый, и мастер своего дела. Человек не ставит целью заработок, да, что о, новый клиент, ага, сейчас я заработаю, да, последнее там сниму. Неважно, как делаю, главное, там денег заработаю. Нет, человек очень творческий, подходит с душой, человек и совет даст хороший, где надо платить, где не надо платить. Какая услуга вам необходима, от какой услуги можно отказаться, да, и этого не делать, и не тратить деньги. Слушайте, ну приятно. Приятно, что есть такие профессионалы, есть такие замечательные люди, и вы будете благодарить Создателя за встречу с этим человеком. Знаете, как сама судьба вам пошлет этого человека. Я уж не буду говорить о удовольствии от оказанной услуги. Вы явно получите удовольствие эстетическое, визуальное, опять же, физическое. Если это будет, например, массажист, да, прям хорошо, так встретить такого хорошего человека, это замечательно. Так, еще какие-то покупки у вас идут странные, я не понимаю, вы как покупаете, либо вы намерены что-то купить, крутите эту вещь и потом назад отдаете, либо, знаете, как оплатили, потом назад возвращаете. Что-то на вас давит, что-то влияет. Не ходите сами по магазинам, ходите с кем-то. Либо просите этих продавцов-консультантов, там, случайных покупателей, да, чтобы вам дали оценку.
какие-то покупки, которые не приносят радости, скорее как дополнительную головную боль, да, вот вы купили, пришли домой, меряете, ну фигня какая-то, да, вы опять собираетесь, идете в магазин, оформляете этот возврат товара. Лучше заранее спрашивать, да, спрашивать, консультироваться и понимать, ваша вещь, не ваша вещь, подходит она вам или нет. Так, еще у кого-то будет не покидать чувство слежки, вот ощущение чужих глаз у себя на спине, на затылке, да, за вами следят, за вами подсматривают, подслушивают вас. Скорее всего, пытаются... Но мне идет информация, как уберечь вас, что ли, от чего-то, какого-то неправильного поступка, неправильного действия. Здесь слежка идет с целью скорее помочь, чем навредить. Вот как-то так мне идет. Может быть, кто-то из родственников, может, из знакомых. Да, вот такая слежка идет, чтобы вы случайно не попали в беду, да, либо если вдруг что-то случится, да, прийти вам сразу на помощь. Человек вот прям в тени спрятался, такой серый кардинальчик, и следит, готовый в любой момент из этой тени выпрыгнуть и вам протянуть руку помощи. Что-то кажется, что это кто-то из родственников, семья, родственники. Если, мои хорошие зрители, в течение загаданного срока вы, приболеете, либо плохо себя почувствуете, у вас очень все быстро пройдет. Дни такие идут, когда, знаете, от вас как отскакивает, вот такое идет. Болячки отскакивают, вирусы отскакивают, и даже негатив от вас отскакивает. Вы это тоже будете ощущать. Еще вот хочу добавить по поводу какого-то вашего ожидания, чего-то вы ждете, ожидания. Может быть, кого-то ждете, либо действительно чего-то, какого-то ответа, письма, сообщения, может быть, проявления ждете. В загаданные дни, к сожалению, этого не будет. Там идет отсроченная ситуация. Отсроченная, то есть в течение, возможно, 7-10 дней произойдет, да, либо вы дождетесь. Что-то там, знаете, какая-то как недоработка, нестыковка, может быть, по чьей-то вине, либо какая-то коллективная вина. Вот где-то кто-то, да, либо совместно с кем-то не доделал, не доработал, не вовремя что-то сделал, а вы вот сидите и ждете. Слушайте, ничего критичного нет, да, конечно, неприятно ждать, но тем не менее, все придет в свое время, чуть-чуть еще подождите, вот не расстраивайтесь, знайте, что все будет хорошо. Так, еще человек на букву «С» как-то неожиданно к вам проявится, либо с какой-то неожиданной стороны к вам проявится. С правой стороны идет хороший знак, то есть по-хорошему проявится. Но для вас это будет прям так диковинка, удивительно, неожиданно и даже с каким-то легким шокирующим эффектом. На букву «С» это может быть как и женщина, так и мужчина. Так, пожалуй, все. Хотя еще, да, с левой стороны человек на букву «Р». Фамилия, имя на букву «Р». Человек мне вышел каким-то очень грустным. Человек, возможно, вам в чем-то будет признаваться, облегчать свою душу, свое сердце. Либо человек, возможно, взял на себя какие-то обязательства и не может их выполнить. Знаете, как придет к вам, будет давать объяснительную. Вот такая ситуация, там погорячился, вот не могу, нет ресурса, нет возможности. Что-то не получилось. Прям голову перед вами так кланяет и говорит, прости, каюсь перед тобой, вот так и так получилось. Конечно, вам решать, как поступить, и я думаю, каждый останется при своем мнении. Конечно же, решать вам, но человек чистосердечно будет вам каяться, либо объяснять ту или иную ситуацию. Если вы надеетесь на человека на букву «Р», к сожалению, надежда это не оправдается. Вот чтобы вы для себя знали. То есть у вас сейчас есть возможность придумать какой-то запасной вариант, либо продумать обходной путь, какой-то, может быть, другой вариант выбрать, да, потому что человек на букву «Р», скорее всего, вас подведет. Подведет, не сдержит слова, не выполнит то, что пообещал. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.